1 октября, час дня в Украине. Заман в эфире АТР, в студии Маргарита Потапова. Чеченского добровольца, народного героя Украины Амину Акуеву убили. Пуля из автомата Калашникова попала ей в голову. Автомобиль расстреляли из кустов возле поселка Глеваха. От полученных ранений она умерла. Муж Амины Акуевой, Адам Осмаев, госпитализирован. Наша Эльвина Сейдбулаева находится в центральном госпитале МВД, куда накануне привезли Адама Осмаева. Она с нами на прямой связи. Эльвина, скажи, как врачи оценивают состояние пострадавшего? Сейчас мы находимся около центрального госпиталя Министерства внутренних дел. Сюда ночью из Киевской области привезли Адама Осмаева. Он находился тут до полудня. По словам врачей, его сейчас там нет. Всю ночь его палата находилась под охраной. Пообщаться лично с ним нам не удалось, но врачи говорят, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Предлагаю послушать прямую речь врача. Йому не гірше, нормально. Йому не гірше, йде, який стан, важкий, стабільний, середньої тяжкості? Я не можу цього коментувати. Він нормально себе почуває, він в свідомості, не гірше, ніж вчора. На Адама Осмаева вчера было совершено нападение, в результате чего у него огнестрельное ранение правой ноги, открытый перелом ноги и нахождение инородного тела. Где сейчас находится Адам Осмаев, пока нам неизвестно, но известно точно, что уже не в этой больнице, как говорят сами врачи. Это вся информация на данный момент. Студия. Спасибо, это была Эльвина Сейдбулаева. Она рассказала о состоянии выжившего Адама Осмаева и также, что его сейчас перевели из больницы МВД. Трагедия произошла накануне. Полиция квалифицировала расстрел чеченских супругов как заказное убийство. Об обстоятельствах покушения на Амину Акуеву подробнее в сюжете. Первые выстрелы в поселке Глеваха услышала дежурная железнодорожного переезда. Валентина говорит, на работу заступает в 8 вечера, и уже через полчаса прозвучали выстрелы. Сильный грохот слышала, сильный такой удар. Что я была на балконе, и вот это оно так взорвалось, вроде бы такой сильный грохот. Как раз поезда не было в это время. Амина Акуева и Адам Осмаев ехали в машине. Они возвращались с собственного дома возле Киева. И тогда по ним открыли огонь. Киллеры устроили для них засаду. Стреляли из куста возле переезда. За рулем был Адам Осмаев. Его жена Амина Акуева сидела в пассажирском кресле. И убили выстрелом в голову. Адама с ранением в ногу доставили в больницу и прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Все разлеталось вокруг меня и попало в голову. Я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что не знаю, остановилась. Я ее пытался оказать первую помощь там, но ей в голову попали. Так что. Через 200 метров от места трагедии полицейские установили ограждение. Журналистов туда не пускали. Правоохранители не установили виновных в убийстве Амины Акуевой. Их ищут. В Киеве и области действует план «Сирена». Хто злочинці, поки що не знаємо, але над цим працюємо. План перехоплення відповідно. Всі прилеглі області зараз працюють на встановлення і затримання злочинців. Машину изрешетили несколько пуль, заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов. Идут следственные действия, и поэтому подробности правоохранители не разглашают. Можу сказати, що це була не одна куля. Опрацьовуються всі можливі наявні докази, зокрема застосовуються технічні засоби для фіксації виявлення. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. Акуева и Осмаев были активистами, участниками революции достоинства и войны на Донбассе в составе батальона «Киев-2». Поддерживали торговую блокаду Крыма. Это было уже второе нападение на пару. 1 июня в Киеве на Подоле с Акуевой и Осмаевым договорился о встрече мужчина, который представился французским журналистам. В ходе беседы в автомобиле злоумышленник выстрелил в Адама. В ответ Амина, выхватив свой пистолет Макарова, произвела несколько выстрелов. После этого семью долгое время охраняла госохрана, но потом от охраны отказались. Эльвина Сейдбулаева, Дарина Иванютенко, Ислам Пинка, Заман, АТР. На каком этапе следствия, узнаем у нашего корреспондента. Виктор Пономарев сейчас находится на месте, где произошла трагедия. Он с нами на прямой связи. Виктор, какие у тебя новые подробности на этот час?
Власне, зараз ми перебуваємо саме на місці розстрілу Аміни Окуєвої. Поліція близько трошки більше години тому зняла оточення. Можна зробити висновок, що слідчі дії безпосередньо на місці вже закінчились. Розстріляну машину трошки раніше вже відвезли евакуатором, і ми змогли безперешкодно сюди потрапити. У ЗМІ з посиланням на МВС говорять, що стріляли саме от з цієї лісосмуги, і нападників нібито було двоє. Розстрілювали їх з автомату Калашникова калібру 5,45. Власне, ми тут, як ми тільки змогли сюди потрапити, ми знайшли одну із гільз, яка, можливо, була використана нападником. А у машині, яку опублікували журналісти, на фотографіях видно, що щонайменше з десяток куль потрапили до машини, з них близько 6 потрапили в Аміну Окуєву, але обласна поліція не спростовує і не підтверджує цю інформацію. Прошу пряму мову. Повірте, жодної офіційної інформації ми ще не надаємо. Не кількість куль, скільки потрапило не в одного пасажира, не кількість куль, скільки потрапило в іншого пасажира, а також кількість куль, скільки потрапило безпосередньо в автомобіль, в якому вони їхали. Власне, біля переїзду, поруч з переїздом, де сталася стрілянина, є камери спостереження. Це означає, що у поліції є інформація, можливо, є інформація, на якому авто приїхали нападники, в яку сторону вони втекли. Цю інформацію також правоохоронці не розголошують, але, як відомо, з вчорашнього дня оголошено план перехоплення «Сирена». Він розповсюджується на деякі райони Київської області, і скасовувати його не збираються, і також розширювати територію також не збираються. Прошу пряму мову. Він введений по Васильківському району і в найближчих регіонах, які межують з Васильківським районом. Він до цього часу триває, його результати теж узагальнюються, і поки що ми їх не розголошуємо. Власне, на цей момент це вся інформація з місця події. Більше розкажемо у наступних випусках. Спасибо, это был Виктор Пономарев. Он рассказал, что сейчас на месте убийства правоохранители уже завершили следственные действия. Действия российских спецслужб или месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова и его окружения. Таковы основные версии убийства Амины Окуевой, рассматривают правоохранители. Однако не исключают и другие мотивы убийства. Об этом сообщил советник главы МВД Зарян Шкіряк. Напад і обстріл був здійснений з автоматичної зброї калібром 5,45, наскільки мені відомо. Тобто, скорше за все, це автомат Калашникова. І ймовірніше всього вбивць було двоє. Один наводив, керував, координував, другий здійснював безпосередній обстріл. Русский след в убийстве Амины Окуевой видит секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, Кремль, продолжая агрессию на Украинском Востоке, развернул террор и в глубоком тылу. Это вызов для Украины, и ее ответ должен быть жестким и адекватным, отметил Александр Турчинов. Сьогодні ми втратили Аміну Окуєву, яка стала справжнім героєм чеченського і українського народу. Для кожного патріота України вона стала рідною сестрою, і ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри. Амина Окуева сотрудничала с нашим телеканалом. Она готовила к первому эфиру свою авторскую программу и имела большие планы в журналистике. Сегодня телеканал АТР покажет первую и последнюю программу «Герои Кавказа» Амины Окуевой. Она выйдет в эфир в 22:15. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сегодня мы начинаем для вас цикл программ о современных героях Кавказа и об истории Северного Кавказа.
Непогода и в дальнейшем бушует в Украине. С утра без света осталось почти сотня населенных пунктов в 7 областях Украины. Шквальный ветер порвал линии электропередач. Такие данные обнародовали чрезвычайники. Накануне из-за порывистого ветра, ливня и снега на западе Украины были повалены деревья. Одно из них на Прикарпатье травмировало 8-летнего мальчика. С многочисленными переломами его госпитализировали. Бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа, политтехнолог Пол Манафорт и его партнер Ричард Гейтс не признают себя виновными. Об этом они заявили во время первого судебного заседания по соответствующему делу. Сейчас Манафорту его отправили под домашний арест под залог в $10 миллионов. У Гейтса сумма залога вдвое меньше. Если их вину докажут, им грозит до 80 лет лишения свободы. Накануне им обоим предъявлены обвинения по 12 пунктам. Это отмывание денег, неуплата налогов, мошеннические действия и работа лоббистом иностранного учреждения без регистрации. Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера о возможном сговоре Дональда Трампа с Кремлем. И связь с экс-президентом Януковичем является одним из ключевых в этих обвинениях. Пол Манафорт консультировал его на выборах и получал за это миллионные гонорары, и что также не декларировал их в США. Украина сегодня подаст свой проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Сегодня об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Павел Климкин и рассказал, что этот документ будет чрезвычайно жестким и мощным. Резолюция должна обеспечить поддержку в вопросах деоккупации. Она требует выполнить решение Суда ООН о возобновлении работы Меджлиса на территории полуострова. С этим полностью согласен и Ахтем Чийгоз, заместитель председателя главы Меджлиса. По его словам, этот проект резолюции более концентрированный и по суті. Це найпотужніша резолюція, яку ми на сьогодні представляли. Вона містить багато нових елементів. По-перше, це підтримка України у питаннях деокупації Криму. Другий момент – і цього не було в жодної з попередніх резолюцій. Це вимога виконати рішення Міжнародного суду ООН. Я считаю, что данная резолюция, она вносит конкретизацию. Я убежден, что это вот те шаги, которые консолидируют мировое сообщество и в первую очередь европейские институты для того, чтобы остановить агрессора. В Австрии 66-летний мужчина застрелил 2 соседей из карабина и убежал в лес. Жертвами нападающего стали пожилые супруги. Еще одна женщина получила ранение. Мужчина стрелял из автомобиля. Полиция начала масштабную спецоперацию. Стрелка объявили в розыск по всей стране. А в Штиволе, где произошла трагедия, закрыли на всякий случай школу и детский сад. Детей попросили на улицу не выпускать. Правоохранители нашли только автомобиль и выяснили, что его владелец симпатизировал нацистам. На задних дверях машины была большая надпись «Хайль Гитлер». У Ксении Собчак появилась конкурентка. Другая российская знаменитость Екатерина Гордон тоже хочет принять участие в выборах президента России. Телеведущая журналистка запустила сайт «Гордон без баб». На нем в видеообращении звезда рассказывает о своем многолетнем опыте борьбы за права женщин и детей. Предвыборной программы на сайте нет, есть только фото знаменитости на фоне российского триколора и предложение присоединиться к команде. Телезвезда призналась, никогда не голосовала на выборах, впрочем, как и принимать участие в протестных акциях. Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента. И это все новости к этому часу. Следующий выпуск смотрите на крымско-татарском языке с Мавилей Мухтаровой. Оставайтесь с нами, если хотите знать больше.